когда ты человек, нация не имеет роль не играет. Не бывает плохой или хороший нация, бывает плохой или хороший человек. А вторая вещь, что я хотел через этот фильм, я очень хотел, чтобы этот фильм стал как примером, как надежда, что да, любой человек способен изменить свою жизнь. Потому что такие, как я, много. Я не мог получать образование, 3 вуза бросил, не получилось, через много пришлось пройти, долги попали и так далее. В таких ситуациях могут попасть любой человек. Я очень хотел, чтобы этот фильм давало как источником вдохновения был. Третий. Я очень хотел, чтобы этот фильм сломало некие восприятие. Какое восприятие? Одно шаблон, который в восприятии формировалось в голове других людей по поводу нашего народа. Нас автоматом воспринимают, что если ты таджик, значит ты грузчик, значит ты черный работник. И нам не платят, даже если мы хорошо умеем эту работу делать, не платят нам даже половина того, то, что на рынке стоит эта цена. Только потому, что ты таджик. Думает, что он все равно не поймет. Все равно он некачественно делает. Так и думает. Я так хотел, чтобы этот фильм стал причиной, чтобы какой-то, по крайней мере, немножечко повлиял на это восприятие. Одно восприятие со стороны посторонних людей по отношению к нам. А второй шаблон формировался в голове нашего народа. Поверьте, любого нашего народа спросите в аэропорту, куда ты едешь? Россия. На что? На работу. Кем будешь работать? Сразу озвучу, что надеюсь, что найду работу. А кем будешь работать? Кого ты будешь искать там? Он что скажет вам? Стройка, наверное, базары, наверное. Вот так. Он еще туда не поехал, здесь делал намерение, чтобы попасть туда. Потому что он думает, что другое не могу найти, кем я могу другому работать. Я очень хочу, чтобы этот шаблон изменился. Потому что я больше не хочу, чтобы мой народ работал черным работником. Понимаете? Возможно, вам это не видно, поскольку вы дома живете. Это правда. Вы это не видите. Живите немножко, по ночам проводите в границах, в холоде. И немножко посмотрите, как люди наши живут за пределы этого страны. И вы меня хорошо поймете. Вот. Поэтому найдите эту книгу, читайте. Это очень важная книга. Это была презентация этой книги в Алмате. Я, когда побываю в этих городах, огромное количество людей ходит к нам. Место не может найти, иголку бросать, честно скажу вам. А это Москва. В Москве было очень много народа. Центральный дом Арбат, самый крупный книжный магазин СССР. Понимаете, там этот путь занимал у меня 22 года жизни, чтобы там появляться. Это огромное количество было людей. Вот это Московский дом книг, каждый раз мне говорят, Давлатов, а сейчас они мне писали, Давлатов, на следующий год, какие свои книги вы хотите презентовать, что мы в графике ввели вас и все готовили. Мне письмо пришло 2 дня назад в WhatsApp. 2 дня назад написали. А что, раньше, знаете, как было тяжело до них добраться? Очень много. Поэтому я горжусь, что я таджик, ребята. Будьте рядом со мной, хорошо? Я надеюсь, что такие, как я, появятся во всех сферах жизни. Кто-то в архитектуре, кто-то в медицине, кто-то в спорте, кто-то в музыке, кто-то в других сферах бизнеса. Кто-то, понимаете, я так мечтаю, что побыстрее видеть рядом с собой огромное количество таких. Лоих шерли чимегофт? Боз оят. Лоиху шеру сухандони дигар. Так? Это правда. Это обязательно будет. Много будет. Боз зобад модари тоджик. Фарзанди дигар. Обязательно.
Я написал 22 книги, из них 14 в руках людей есть. Сейчас в этом году 5 книг я выпустил. Как стать миллионером в Таджикистане. Ребята, вот это только для таджикистанцев написано. Вы должны это в первую очередь почитать. А потом это почитать. Когда вы это почитаете, вы поймете, что сделать в нашей стране. Почему эту книгу отдельно писал? Потому что кому бы я ни рассказывал, что начни что-то делать, они говорят, у нас невозможно. Я говорю, почему? Невозможно. Не дадут тебе работать. А кто не дает? Налог не дают работать. Я говорю, подожди, а почему? Вы знаете, сколько структур, которые не дают работать? Я говорю, подождите. Но налог тоже надо же платить. Вы думаете, что у государства свои деньги? Откуда они есть? Ты не платишь, я не плачу. Откуда они появятся? Понимаете? Вы не должны внимание обратить на какой-то-нибудь 1-2 беспредельный это налоговиков. Он сегодня работает, может, через 3 года не будут работать. Но родину-то строить надо. Вы не должны внимание обратить за то, что кто-то грубо к вам обращается. Может быть, у него уровень понимания такой. Не обижайтесь на того. Родина-то ватана сохтан все равно удар корай. Он вечно не будет там работать. Он рано или поздно уйдет оттуда. А бизнес останется вам и процветает наша страна. Может быть, вам чуть-чуть будет дорого обойдется. Ну ладно, Бог с ним на $100 дороже. Ну ладно, $200 дороже. Да пусть ладно, 5000 сомони дороже. Бог с ним. Но это несравнимо с добротой, которую вы приносите. Почему? Почему ради какой-то мелочи мы должны отказываться от светлой будущей своей стране? Когда-то пытались мои тренинги отменить. Мне было страшно больно, когда я узнал, что требовали, чтобы я платил кому-то там чего-то, чтобы тренинг провести. Я сказал, что? Я тебе что, бандитов готовлю, что ли? Мне было очень больно. Но вы должны понимать, что это делает не государство, это делает какая-то личность, которая от непонимания делает. Вы должны поддерживать идеологию нашей страны. Не мнение одного человека. Так или нет? Мы должны бороться за будущее свою страну. Стоят рядом. Найдется. Ведь что? Кто из вас в сердцах мечтает, что наша страна процветала? Так? А вы знаете, и таких ребят везде есть. И в управлении сидят. И везде есть таких ребят тоже. Но бывает среди любого общества 1-2 тот, который, можно сказать, только ради себя работает. А почему мы массово должны смириться ради каких-то непонятных, которые давить будут на кого-то? Не надо так делать. Не закрывайте свои бизнесы. Стройте бизнесы. Вы знаете, минимум, если мне не говорят, сотни людей говорят каждый раз, когда приезжают, что не строй бизнес здесь. Начиная от родственников, мои родственники жены, братья, сестры, ученики, друзья. Я потихонечку, год за годом строю по чуть-чуть бизнесы. Почему? Самому станьте, о каком обществе вы мечтаете. Вы понимаете, о чем я говорю? Не закройте бизнес, открывайте побольше бизнесов. Они говорят, это придет, давит на нас. Не давит. Просто, когда вы понимаете, проблема в чем? Проблема не в них. Проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что в эту страну надо бюджет заполнять. Так? Проблема в том, что надо, чтобы учителя получили зарплату, потому что они ваших детей обучают. Проблема в том, что больницы должны работать, они не должны закрываться, потому что среди ночи вы ребенок туда отвозите. Поверьте мне, из Бишкека или там Алмата никто своих детей сюда не возит. Проблема в том, что надо, чтобы свет горел у нас.
Надо, чтобы дороги работали, садики существовали. Вот проблема в чем? А чтобы они работали, наши предки что-то делали. А что мы оставим будущим поколениям, если мы все будем убегать от этого? Никогда не верьте, если кто-то вам, 1-2 человека так говорит. Стройте бизнесы. Когда, представьте на минуту, если в Худжанде будут всего, например, 100 компаний, соответственно, им тяжело этот бюджет пополнять. Согласны? А если их будут 10 тысяч, никто к вам не придет на проверках. Гарантия дам. Ход, верите ли так? Я